Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в СНТ «Магистраль». Мы некогда уже построили вот этот шикарный дом. Сейчас занимаемся внутренней и внешней отделкой. Давайте вам все покажу. Обратите внимание, что у нас идет сначала вертикальный каркас с прорезями. Видите, под усадку, плавающий каркас. Утеплили 5 сантиметрами. Потом пошел горизонтальный каркас. Тоже утеплили. Посмотрите, как герметично, четко. За моей спиной каркас из брусков. Это плавающий каркас. Мы здесь специально сделали пропилы. Вот он пропил. И крепежный элемент. Если брус идет вниз, он идет вниз с этим саморезом по этому пути, по этой штробе. А сам каркас остается неизменным. Он как стоял жестко зафиксированный внизу и зафиксированный вот так этими саморезами, чтобы он не болтался, так и будет стоять. То есть сам каркас, он неподвижен вовсе. И все, что будет на этом каркасе, гипсокартон, допустим, или имитация бруса, или что-либо другое, не пострадает и его не поведет. Не поведет ни внутреннюю отделку, не поведет ни коммуникации, которые будут крепиться к данному каркасу. Понимаете, это очень важно. Вот такие мелочи и влияют на качество строительства дома, да, и на эстетику. Пойдемте еще одну мелочь покажу. Стойки на первом этаже жестко скреплены снизу, а стойки на втором этаже жестко скреплены сверху. Давайте разберемся. На втором этаже у нас каркасные перегородки, поэтому крепление жестко идет сверху, а снизу идет технологический зазор для усадки. Посмотрите на эту стену. Очень большая стена, очень большая усадка. И здесь, по правилу второго этажа, мы делаем зазор снизу, в этой части дома. Видите, да? И следовательно, и в этой же части дома остальной каркас, вот здесь, необходимо тоже сделать зазором снизу, чтобы каркас работал здесь одинаково. Поэтому здесь мы его переделаем. Ну вот мы заново выкручиваем теперь эти стойки и перекручиваем их уже вверх ногами, чтобы зазор был снизу, чтобы вся система конкретно в этом месте, усадочная система, работала одинаково. Сами себя поправляем. Хорошо, дело идет, дело идет. Ну и обратите внимание, буду обращать внимание, как мы пленочку, да, укладываем и проклеиваем все ленточками вот этими. Все герметично, чтобы было. Чтобы пар бытовой не выходил, и чтобы дом не продувался. И полноценно было в доме сохранение тепла. У нас есть второй этаж, туда зайти пока не могу, но покажу, тем не менее, что мы делаем. Здесь мы тоже сделали внутренние все перегородки, пока без утепления. Видите, пока перегородки внутренние готовы, стойки готовы, в дальнейшем будем утеплять. Здесь тоже они вон еще все просвечивают. Можно сказать, день каркаса у нас. Делаем как внутренний каркас. Посмотрите, как он выглядит. Просто каркас. Да, и внешний каркас. И там по внешней части сейчас у нас идет процесс утепления. Утепление дома. А также по плавающему каркасу в 2 слоя. 10 сантиметров утепления по наружке. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты или сделать черновую отделку, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Конечно же, с радостью построим мы вам дом вашей мечты, вашей мечты. До встречи на консультации. Пока-пока.